Информационная программа «Вести Кудымкар» велищ Тианкат, студиян Ирина Батуева. Бур рыд джен таталуня тема зелищ. Округищ Юралищ лотис пресс-конференция кытын боитеса сельское хозяйство да социальная программа зелищ. Черика еще спетиса ювала кытын и кыч кыена безопасная. Лёмдыш вежалон чулотиса гажина кычам кужами завела часа челядь и уджиттез. Округищ Юралищ лотис пресс-конференция кытын боитеса сельское хозяйство да социальная программа зелищ. Коми Пермяцкий округлан Юралищ актис бытпырша пресс-конференция была, кытын боитеса сельское хозяйстволан это сезон шерти итогез да отерлан социальные проекты за участие юлищ. Акшем было локтиса эшайне акин матын тат самувалан учкат, татча корисани акин суджатис шуез джемлялан сезон коста вылан результат тез. В целом сельхозпредприятиями в 2018 году было посеяно более 13,5 тысяч гектар зерновых культур. На начало ноября убрано 13 500 примерно гектар, чуть меньше 13 449. Собрано буквально без малого 22 тысячи тонн зерна в бункерном весе. Это уровень прошлого года, чуть выше даже уровня прошлого года. Если сравнивать среднюю урожайность, то в прошлом году средняя урожайность была 15,8 центнеров с гектара. В этом году урожайность зерновых составила 16,3. Кычторьетчес Юралищ тавыша показатели злоаны один вылыныш. Это аныджит паян лоис бур погодя уджалыще злан терпенью давын. Мувылын удж абу кокнит сиен быда скиньетис ашис оланса сельское хозяйство кат Виктор Васильевич Аттиала дадон танылыш удж. Ну, например, значит, по овсу, вот здесь сидит Владимир Федорович, по овсу лучшая урожайность у него получилась в крестьянском фермерском хозяйстве. Он посеял 100 гектар овса и получил по 29,4 центнера с гектара. Это очень высокий показатель. По ячменю лучшая урожайность получилась в колхозе имени Кирова 27,3 центнера с гектара. По пшенице 25 центнеров гектара колхоз «Россия» получил. Но при этом абсолютный рекорд по урожайности получил колхоз «Россия» по озимой пшенице более 47 центнеров гектара. Кати сельскохозяйственный сезон локтис помощь, но локтан годке же лощати саму, когда-то в бытан шотчишас, а виль года считас у нажик щу да карч. Надо отметить, что заготовлено в округе, сегодня в округе около 12 тысяч голов крупного рогатого скота, 6 тысяч дойных коров. Для них в округе заготовлено кормов на 15% больше, чем в прошлом году. В перерасчете на кормовые единицы заготовлено на 14% больше. И в перерасчете на условную голову крупного рогатого скота 29,5 центнеров. Уджалыще злакадна суджатиса ыджет результатез вишталиса шонет кывез, касиса медбы и ожлання лептиса ашинес хозяйствуез, донтиса удж. Василий Анатольевич, спасибо за работу, будьте здоровы, и пусть сегодняшний успех будет только лишь ступенькой для новых высот производственных. Сиджа пресс-конференция вылан байтиса тосез да инициативное бюджетирование проекты зелищ. Таво округиш муниципалитеттезен активно ез аркматиса да ыстиса, когда свит проект. Сейчас закончилась работа по заявочной кампании. В общей сложности, значит, на территории Пермского края подано 307 заявок по инициативному бюджетированию на 2019 год. В их числе 25 заявок от Компермяцкого округа. Хочу обратить особое внимание, что впервые очень активно в заявочной кампании у нас принял участие Гаинский район. Больше всех проектов из Гаинского района. Акшем вылан сиджа считалися туйла шатам елыш юашеммез, джен такашматиса керам спортивный объект из елыш. Округлан Юралищ кыввешерти муниципалитеттезлан социально-экономической зоротам понда и очлань понда сауджавны программы да проектез, султачины колана моггез. Татьяна Конюкова, Алексей Быков, Вести Кудымкар. Кудымкар началось пачкать кустовое совещание. Семинар-практикум вылом Бориса новые подходы к формированию системы ранней профилактики детского и семейного неблагополучия тема. Кто, по-вашему, может являться куратором?
Барьина тема, когда барьяка да уна структура исполнялась главным, локтисо округиш велатищез, социальный педагогез, медицинский работникез, несовершеннолетний челядь катуджалищез, и ачи социальный зралым шерти министр. Ныла колис ытлан барьина правильный туй, медбы неблагополучный мортез, шпетиса благополучный. Меняется система раннего выявления детского семейного неблагополучия в той или иной ситуации. То есть вот сейчас наша задача научить этих специалистов видеть этот риск, показать родителям, какие у нас есть возможности психологической помощи, социальной помощи, помощи по оказанию каких-то материальной помощи, просто вот помощь семье, реальная помощь семье для того, чтобы решить те или иные проблемы, которые выявляются. Барины проблемы примитны на черте решения. Участники сторячиса аудитория изет уджали совет площадка. Эти клан величество взаимодействует на юралищескат. Мады клан детское и семейное неблагополучие профилактика пыртновиль порядок. Уджит внимание шетиса образования. Это линия черты юалым без аркмиса медуна. Школа изич уджалищеса скориса организует на профилактической удж. Сич медбытует скажавный подросток изич проблемы из учат возрастен. И нещетный шогмана умалисла. В школе у нас 52 обучающихся, в детском саду у нас 30, в среднем 30 детей. На сегодняшний день у нас соцпедагог работает на 0,25 ставки, так как детей у нас не очень много, и охвачены все 100%, и детей, семьи. У нас проводится внеклассная работа с нашими ребятами. Дети участвуют и в конкурсах различного характера, и в муниципальных, и районных, и краевых. Как сейчас говорится, очень много ответственности на школе лежит, и очень мало на родителях. И поэтому вот отсутствие вот такого, от такой ответственности родителей вот, и сказывается на вообще на всем воспитательном и образовательном уровне организации. Быдвелачаныныш представитель из Баэтиса сыйлыш, что школа из велачища спонда керша уна педагог из уджал началядькат и семья искат. Мы работаем над технологиями, это волонтерство, обязательно у нас развито, наставничество. Очень распространена спортивная деятельность детей. Ну и, конечно же, индивидуальный подход к каждому ученику. Хотелось бы, хотелось бы более внедриться именно в новые технологии, новые формы, новые подходы. Но вот сегодняшний семинар, как я вот слышу и вижу, мне не дает конкретных ответов на мои вопросы. Ответственность школа Лампельпонны звала вода уджит. И вештаны сия бока не кино злощадчи. Семинар был это юортиса чурыта. Кычуется Пермской краен социальный зуралым шерти министерства и специалисты из совещанию участвуют на районный представители, когда формирует на детское и семейное неблагополучие лишь региональная система. Не одолженный шкерный сымда, мымдаков сейчас был результат понда. Результаты лоа сын кыр неблагополучная зланлыда. Ос понда пырна челядь и нылан аймаммез. Технология зета понда уна. Нывылын уджалиса специалистез и экспертез. Ирина Батуева, Алексей Быков, Вести, Кудымкар. Кудымкарыш угонщиклан эстырмы вын пышатны машинез. Неудачный угон незилыш Дмитрий Булановлан репортажен. Неприятную новость Николаю Васькину сообщили полицейские. У его машины было разбито стекло с водительской стороны. Кидали с такой силой, что кусок асфальта оказался на пассажирском сиденье. Сигнализация сработала и все. Убежали. Водительской стороны левое стекло разбито было. И на сиденье, камень лежал. В самом центре Кудымкара за одну ночь таким образом пострадали сразу 4 машины. Злоумышленник пытался угнать автомобили, однако, проникнув внутрь, завести их не мог. После 2 неудачных попыток залез в 3-ю ВАЗ-2107 и снова фиаско. Тогда решил запустить двигатель с толкача. Оттолкать семерку одному угонщику не получилось. Она весит около тонны. Попросил помочь случайных прохожих. Протолкав ее 50 метров, угонщику надоело, и он ее бросил. Пошел к 4-й машине, разбил стекло, и тут сработала сигнализация. А горе-угонщик бросил попытки и скрылся.
Сотрудники полиции задержали угонщика. Им оказался ранее уже судимый за езду в нетрезвом виде 22-летний житель Кудымкарского района. Он рассказал дознавателям, что машины присваивать не хотел, а хотел просто покататься. По всем фактам противоправной деятельности были возбуждены уголовные дела. Максимальное наказание по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Во всех случаях пострадали отечественные автомобили. Во время попытки угона молодой человек был пьян. Ну, маразм, как больше назовешь? Больше никак не назовешь, как еще. Люди с ума сходят, делать им просто нечего и все. Хотел покататься, а в итоге 4 машины повредил, а одну покатал сам. Теперь угонщик будет отвечать в суде. Первое заседание пройдет 14 ноября. Дмитрий Буланов, Александр Рябков, Вести Пермь. Округи Черекаища с оштиса тывша сезон. Радитана, но опасное увлечение елиш. Очланша материалын. Чериалам кыч диагноз кучища мордберда крепыта шутитана ашныс рыбаккез. Тывша сезон не оштиса колям неделя. Кыч только ешти с ним на кынтны ил. Кудымкариш прудвылын чериалища спукал на вугршаттезын асывщань. И кыя на куим, а кыри вид килограмман. Мы вчера немножечко поймали, килограмм, наверное, по 1,5 вот так вот каждый. И скажем так, что уже можно рыбачить на большой реке, потому что мы на шлюзах находимся, здесь сильное течение, и поэтому лед уже здесь встал. Зимний сезон открыт. Чериалы мужик полоса съена радуйта, но выяснит ечу, что уна тождета мез. Специалисты скоро на отирос не рискуют на здоровье, и ведь чищно крепит мороз зез. Ныбачан чериавны пожас пруд и юез вылен. Напоминаем, что о запрете выхода на тонкий лед. Уважаемые взрослые, проведите с детьми обязательно беседу. Напомните им о том, что лед таит в себе опасность. Лед еще тонкий. И это касаемо в первую очередь наших рыбаков, которые, невзирая на погоду, тонкий ли лед или потолще, уже выходят на лед. Везде уровень льда, он разный. Вот. Поэтому еще пока морозы не постояли, лед еще крайне тонкий, выходить крайне опасно. Учит стажен Черекаища с безопасной черты правила из Озджуга. Егор Четин ола матен кари шлюззискат. Ищинья юлан быдлунча состояние шерн. Талун шу ю до сантиметра кызани. Проверяйте ли до буран. Я вот щучку поймал. Сегодня 2 срыва. А как лед? Лед нормальный. Выдерживает. Не опасно? А я туда не лезу, где опасно. Кыяна йо кыш леш йо ди карашез. Татан чериала на малек и мотыль выла. Чериалишлан шелом ачес кыска явыла. Ниякыджи спортан увлеченный мортез. Оз верма терпитный дыр. Тывша чериалам оштана аслан скада. Для рыбаков первое правило безопасности – не выходить на незнакомых местах. Не знают, если он водоем. Если выходить, то лучше с напарником, хотя бы вот в это время. При себе иметь веревку, метров 15. Лед проверять желательно пешней, не ногой там. Лунок часто не делать, толпой не собираться в одном месте. Пока случаев у нас не было пострадавших. Ну и дай бог, чтобы их не было. Локтан неделя они синоптики скосят на -15. А это ло мы рыбалка лоас унам безопасный жик. Секи ювела не Черекаища спонда сапуну ческат кара черева. И шотчишны семья эзан. Ирина Батуева, Алексей Быков, Вести, Кудымкар. Этикес кыяна, мадикес уялана. Качевский район иш инька скучта, мода навуршат на здоровье, купай чеман. Нормально. В первый по-настоящему морозный день две пенсионерки из села Качева, Валентина Петрова и Валентина Чугаинова, без страха заходят в речку Сеполь. Купание для женщин – дело обычное не только летом, но и круглый год. Самое главное – интерес к своему здоровью. На протяжении 23 лет женщины регулярно выходят плавать. После такого закаливания простуда пенсионеркам не страшна. Температура раз в несколько лет поднимается, а главное – чувствуют себя бодро. Стараемся ходить утро-вечер. Получается у нас только почему мы не ходим? Когда сильно потайка идет, это все течет,
под горку и все в речку. И вода грязная, мутная. Когда появляется лед, идут к небольшому водопаду. На пару минут встают под него и быстро одеваются. На данный момент температура воздуха минус 9 градусов. Стоять на берегу холодно, не то что в воду заходить. По словам женщин, находятся в холодной воде примерно 2-3 минуты. По ощущениям, пока не замерзнут. Причем заверяют, что чем холоднее на улице, тем теплее кажется вода. Кстати, серьезными похолоданиями начинают готовить рабочие инструменты. С собой берут топоры и делают прорубь 4 на 4 метра. В такие дни пропускать купание уже нельзя. Ну, когда морозы вот под 30-40, да, он получается толстый. Иногда вот рубишь, как бы вода не, ну, до воды, пока дорубишь, приходится несколько раз даже пройтись вот с одной стороны, с другой стороны. Лед замерзнет, его не вычистишь больше. Поэтому очень трудно, тем более мы две бабульки. Врачи называют таких людей профессиональными моржами. Чтобы выдержать низкие температуры, нужны долгие тренировки. И понижать градус стоит постепенно. А зайти в ледяную воду без подготовки грозит серьезными болезнями. Если сразу сходу незакаленному человеку прыгнуть в холодную воду, это будет очень даже плачевный результат. Это будет не польза, а можно заработать пневмонию, ангину, заболевания суставов, мышц, сердца и так далее. Если есть желание у человека начать закаливание, конечно, лучше начинать летом, когда тепло, когда и вода теплая, и воздух теплый, и солнце есть. И постепенно к зиме уже можно привыкнуть к холодным температурам. Я знаю очень много людей, которые моржуют. Это, конечно, крайняя степень закаливания. Это не каждый человек на это согласен или способен, и не надо каждому. Но если есть большое желание, то можно к этому прибегнуть. А пенсионерки из Качева говорят, что холодная вода не только здоровье, но и молодит и бодрит тело и душу. Мы все равно сюда придем, хоть минус 30, хоть минус 40, мы все равно сюда придем и будем купаться. Дмитрий Буланов, Александр Рябков, Вести Пермь. Этнокультурный центр чулалис гажа быдгоча лен вежалун. Лена Шаваш качен лыдиши сколана будмасын, эцишки рисадера, когда паштатис быцен семья, пырти сосия и шояна. Талун же это будмасса по жапантам на шочани, но аслас полезные свойства езан анач кольча вермишен. Кариш этнокультурный центр начулалась будыслатацани лен вежалун, кытангаши засвечившийся гажа орсанез мастер-классы с дамадик берща. Мы решили напомнить Цибуловского вина и рассказать подрастающему поколению о том, что такое лен, о том, как появляется льняное полотно, и о том, какое важное значение он имеет в жизни каждого человека, потому что из льна делают масло, лекарственные препараты различные, ткань изготавливается и много-много чего другого. Лен юлиш челять таданы едша, сиен челять садыш уджалыш, лыдья колана моган тацатны пьезас, это будмаскат. Это пондася локти стача медбы божика тадны, кыж интересные жика вишташны, это юлиш челядла, соттыны компермяк кезлан олан юлиш вильта даммез. Мы зачем пришли? Посмотреть, какой сегодня будет праздник, что будут делать из льна. Поучимся сейчас вот этому древней коме азбуки. Напишем вот на эти квадратики какие-то буквы, чтобы показать в детском саду детям. Мы же живем в коме округе, нам интересно, как раньше жили, потому что мы такое, когда росли, уже не видели, а сейчас это все возвращается, и нам интересно. И учат локти стача тацашны компермяк кезлан кырка шауланкат. Челядлавалы интересно виджатны кычкыяны половиккез, асланы спондывны гижны древний коми алфавит вылын, щеротны компермяский орнамент. Мы пришли участвовать в эстафете и на конкурсах. Мы писали имена, отгадывали слова компермяцкие. Кужишки яинки из ворона дараешь басок пашкам, и дата материалы с озвачки шмадык кезвыла. Сылан уна полезные свойства из жар погодя коста лёниш вурамус оща джаравну, а каджит коста шонут да и тырма дыркежа. Сич вежалун было инкалоктам асвурам платьен, этчам басок тор мастерица гардеробын джирниатик. Вещи, которые вот сейчас на мне, это вот именно крой народный, это лен, это набойка, но уже в современном стиле, который можно надеть и на выход, и на повседневное. Лен, потому что он очень такой приятный, и его очень приятно носить.
Лен вежалун булын отерне джиргажа чиса, но и вермиса отцавны кагалы. Татан быт гыш вермисчетны щем Юра Бабиков вешкачем понда. Гыше злыдены эча благотворительной акция лооколанаан, карбудыс вермас отцавны челядла. Есть у нас такой мальчик Юра Бабиков. Ему поставили определенный диагноз, и ему требуется помощь в виде ортопедической обуви специальной, чтобы он мог нормально бегать и ходить, как остальные дети. Мы решили провести акцию в его пользу, собрать хоть немножечко средств в помощь родителям. Этнокультурный центр лан площадка вылан уджалы событ код мастер-классез. Атикус наколасыш валы ашама аслас часкы дукан. Этатан вишташиса дамычалыса кыч позже пыртны ленса шояна. Шеф-повар лашаты салатыс кычапуктыс ленка джис дави. Сиджа гыща спешлыса ленка джисан печеньез. Черед лоло ищалам вид часкы датыра витаминный салат. Семя льна. На самом деле это очень богатый витаминами и минеральными веществами продукт. Наряду с такими продуктами, как семя тыквы, с кунжута, из него делают очень вкусное льняное масло, которое используется также в кулинарии, в лечебных свойствах. Вежалун была локтиса уна быткать учебное заведение из исчелять. Кинка Николасыч первующ видический ослен, пондылый сыщ лощатный кудель да печка на сунис. А кинка важен таца это учкат. Сыч да саты гоча нылочка мычалась кытся Катя тюрике за шарт. Эту нитку делаю я потом делаю на прялку и пальцем мотаю на вот эту штучку, как сказать, чтобы получилась вот такая ниточка на прялку, там прялка показана. Вот. И как бы потом можно эту нитку, из этих ниток можно что-то крючком что-то вязать или всякие поделки делать. Вежалун была локтиса и мадик карызыч мастерез, каднаторечиса аслан скужам мезен. Сыч Анна вишташис кыч отжик мечетлыса дара. Это уджисло один интересный, черядис уджит внимание он кывзица мастерас, кериса будас вишталамса. Это называется кубовая набойка, крошение льна в ткани с помощью куба. Куб – это название бочки. Вначале мы ткань набиваем специальным составом вапой. Он защищает ткань от покрашивания. Потом мы ее окрашиваем. Все, что было набито, остается цвета ткани, а все, что набито не было, становится синим. Что входит в состав? Это растение индиго, индикофера. Оно произрастает в южной полосе России. Железный купорос и известь. Все, по сути, оно смешивается, это все дает настояться, и после того, как это настоялось, оно начинает красить. Состав очень едкий, если вы ткань покрасили, оно остается на долгие-долгие годы. Этнокультурный центр кычипырвал и гажа, быт гаш фермис аджина аслы смог, когда кольчис юрен дыр кежа. Быт гоча вежалун помашис гора шиланкы везен да яктаннезен. Татьяна Конюкова, Алексей Быков, Вести Кудымкар. Это было менталом быдас велич панташа маашын рытнас, быдас бурса аджишылтадж.